Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и беседуем с наиболее интересными собеседниками. Сегодня наш гость, журналист Павел Казарин. Салям алейкум. Добрый вечер. Ну, наверное, долго можно не представлять Павла Казарина. Он, мне кажется, из каждого телевизора, из каждого радиоприемника, из каждого планшета на нас смотрит своим, так сказать, бородатым взором. Вот. Но человек на самом деле очень интересный, и к его мнению многие прислушиваются. Я в том числе с интересом читаю его политические колонки, и можно назвать, наверное, тебя политическим аналитиком. Кем ты себя считаешь? Я, наверное, политический обозреватель. У нас так девальвированы многие понятия, всех представляют политологами, хотя я убежден, что политолог профессия, требующая не меньшей ответственности, чем химик или физик. Так вот, я просто журналист, который пишет на политические темы. А тебе не кажется, что вот мы живем в такой период, когда политтехнология просто сожрала политологию полностью? Возможно. Ты знаешь, на самом деле мы живем в эпоху, когда научно-технический прогресс отменяет вообще очень вот эти вот старые классические границы между профессиями. То есть когда-то было очень четко. Ты работаешь в редакции, ты журналист. А потом появился интернет. Интернет создал пространство такой, знаешь, не институционализированной журналистики, когда люди стали общаться с аудиторией, минуя посредников. То есть раньше как, 70-й год, ты хочешь что-то сказать, приходишь в редакцию, редакция оценивает твой текст, или твою идею твоей программы и решает, давать тебе доступ к микрофону или нет. А сейчас, благодаря YouTube-площадкам, социальным сетям, блог-платформам, ты можешь общаться с аудиторией напрямую, минуя посредников. Скажи мне, а ты все-таки ты публикуешься, ну или выходишь в эфир как минимум 4 СМИ, да? Ну, может быть 6. 6, да? Вот. Но, тем не менее, у тебя своего блога нет, по-моему. Вот. Ты знаешь, я просто ленюсь. У меня даже вот, когда меня там называют где-то блогером и кивают на мой Facebook, у которого там несколько десятков тысяч подписчиков, я как то в том анекдоте, дяденьки, я не настоящий сварщик, я каску на стройке нашел, потому что в своем Фейсбуке я не выкладываю каких-то текстов, которые я пишу именно для Фейсбука. Я просто выкладываю ссылки на статьи, которые я пишу для институционализированных. Нас всех жизнь, в общем, заставила в эти сети втянула, поскольку я тоже начинал таким абсолютно системным журналистом в редакции, ну и ты тоже, хотя и помладше. Но тем не менее, вот у нас все новости сейчас появляются в соцсетях, и пока мы сидели, пили чай перед эфиром, тут Богдан вроде как подал в отставку с поста главы офиса президента. Его написанный такой поэтической рукой, ну такой шрифт неровный, такой как у Пушкина примерно, вот, или у Вяземского. Значит, заявление о том, что он просит уволить себя с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания. Чего желание непонятно, но это еще не вся сказка наша вечерняя. Уже со ссылкой на Рябошапку некоторые СМИ передают, что это фейк, хотя опубликовало это издание «Новое время», которое обычно за фейками не замечено, и журналист Кристина Бердынских, который тоже, в общем, достаточно серьезная профессионалка. Вот что ты думаешь об этом по этому поводу? Понять не знаю. Единственное, хочу дополнить, еще Интерфакс вроде бы со ссылкой на собственные источники тоже пишет, что Богдан написал заявление. Не люблю комментировать слухи. Я думаю, что подтверждение, опровержение появится в ближайшее время. Но даже если бы оно появилось в момент нашего эфира, мне все равно нечего было бы добавить. По одной простой причине, потому что я, как и очень многие люди, не погружен и не знаю внутренних кулуарной системы взаимоотношений внутри команды нового президента. И кто там кому Богдан, и насколько он является доверенным лицом, является ли он, условно говоря, человеком Зеленского или человеком со стороны, который просто был как бы предложен в команду нового президента, с кем он сражался ли он там, конфликтовал ли он с Бакановым или с Шефиром, или с кем-то еще, кто стоит за его отставкой, там, американцы или какая-то другая башня внутрибанковой. Вот я понятия не имею. Я бы сам с удовольствием бы обо всем этом послушал, потому что я человек, который за инсайдами не гоняется. Я бы послушал. Вообще сейчас украинская журналистика пребывает в таком подвешенном состоянии. Я знаю беседы некоторых коллег, редакторов серьезных СМИ, там не каких-то желтых,
которые смотрят на списки депутатов, на состав вот, нового там, аппарата президента и так далее, и понимают, что у них там нет инсайдеров. Ну, то есть новые люди совершенно, с которыми они, грубо говоря, там чай не пили. Да? Вот. И никакой информации нет, кроме того, что вот мы видим в открытых источниках, и действительно сложно комментировать, но мы попробуем, тут действительно про Богдана еще даже не подтверждения нет, нечего особенно говорить, но мы обсудим кучу других тем с Павлом, его мнение, мне, наверное, вам интересно. Если вы хотите что-то уточнить у Павла Казарина, вы можете позвонить в эфир АТР по вайберу +38 073 419 4158 на экране этот номер, и также можете даже в Skype, собственно, лично выйти на etr.tv. Мы продолжаем разговор с Павлом Казариным. Но новость этой недели такая продолженная. Это обучение управлению государством. Министр финансов в нескольких правительствах украинских, нардеп 7 созывов Верховной Рады Виктор Пинзеник принял участие, в том числе других, в обучении вновь избранных нардепов от «Слуги народа» в Трусковце, простите. Я Трускавец Куршавелем начал называть, не знаю, как статус поднялся этого курорта в моих глазах, и заметил, что у большинства из них есть стремление по знаниям. Давайте послушаем цитату такого тяжеловеса политического, как Виктора Пинзеника. Депутатами и министрами не рождаются, их не выпускают университеты. Ими становятся или не становятся. Надеюсь, что именно такой замысел имели организаторы этого первого обучения. Второй момент, который я увидел, это стремление познания, способность слушать, что является достаточно нетипичным для украинских политиков. Но я заметил это стремление в большинстве присутствующих новобранцев. Выльется это в правильное решение сейчас не скажет никто, но без такого стремления вникать и разбираться, надеяться на правильные действия невозможно. Ну, не могу не спросить, что это за явление такое, школа молодого политика, и кого выпустит эта школа в зал Верховной Рады, знаешь, как вот на арену выпускают там быков, я не знаю, когда выходят они, и люди смотрят на них. Кто будут эти люди? Целую неделю, как минимум, партия «Слуга народа» сумела застраховать себя от неосторожных заявлений новоизбранных депутатов, потому что их всех собрали в Трусковце. На эфир их вызвать было нельзя, и, соответственно, глупостей много они в эфирах наговорить не могли. Знаешь, я очень согласен с Валерием Пекаром, который очень классно написал в Фейсбуке своем о том, что я не знаю, чему их научат за неделю. Я прекрасно понимаю, что специалистом в профильной сфере за неделю стать невозможно. Но что можно сделать за неделю, так это объяснить человеку, как сложен мир. Вот давай вот представим, что это твой листик, это вот пространство твоего незнания. Ну, в принципе, вот на ней появляется, например, черное пятышко. Это пространство твоего знания. По мере того, как ты учишься, обучаешься и так далее, шарик растет. Вот этот кружочек. И одновременно растет его внешняя грань, которая соприкасается с пространством незнания. То есть, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, как много в мире вещей, которые тебе еще неведомы и недоступны. И люди, которые приехали в Трусковец, которые, не знаю, свадебный фотограф, там, тамада и так далее, они за неделю, пока слушают Милованова или, там, не знаю, Нефедова, они, может быть, не все понимают из того, что им говорят, но они как минимум понимают, что экономика – это не школьный учебник по математике и не таблица умножения на 7, что это история про очень сложные явления, и как минимум они, возможно, после этого недельного курса поймут, что не все они своим бытовым разумом и такими вот просто вот таким вот житейским умом могут постичь и там прийти и написать идеальный законопроект, что там просто нужно советоваться с профессионалами. Я вот на это надеюсь. Ты, наверное, знаешь кого-то из состава «Слуги народа» и фракции и так далее. Лизу Лагутскую. Кого ты можешь оценить из них позитивно, кого с сомнением, кого негативно, из тех, кто прошел в парламент? Лично знаю мало. Знаю Анну Бондарь, которая на Подоле выиграла мажоритарный округ. Она архитектор, которая раньше работала в КМДА и потом ушла оттуда. Я так понимаю, что, я слышал, под давлением строительного лобби ее убрали оттуда. И у меня о ней хорошее, например, впечатление. Мне хорошее говорили про Митю Гурина, который тоже по одному из мажоритарных округов, тоже от «Слуги народа», избрался в парламент. Он работал, если не ошибаюсь, в команде Ульяны Супрун. И о нем я слышал скорее хорошее, хотя мы лично не знакомы, например. В команде Ульяны Супрун, но при этом пошел в «Слуги народа». Да. Вот. Я слышал от
Ну, может быть, еще точно так же, ну, безусловно, там Давид Арахамиян, например, много слышал о нем хорошего, хотя точно так же лично с ним не знаком. Тут нужно понимать, что партии «Слуги народа» вообще не существует. Это вообще конгломерат случайных и порой и вообще незнакомых друг с другом людей. И люди, которые голосовали за «Слугу народа», они не голосовали за партию «Слуга народа», они голосовали конкретно за Владимира Зеленского и давали ему мандат доверия на любые перемены. Отныне все происходящее в стране – это его личная политическая ответственность. Вот. А насколько из этого разнородного, довольно рыхлого, не знаю, насколько дисциплинированного депутатского сообщества удастся создать такую более-менее эффективно и системно голосующую законотворческую группу, посмотрим. Но там уже внутри начались конфликты, люди разные, как ты заметил, да? Вот что-то мне подсказывает, что сохранить вот это монолитное большинство будет достаточно трудно в условиях Украины, потому что оно действительно, когда за тебя голосуют и на Западе, и на Востоке, ну, грубо говоря, за эту партию, да, но ожидания у людей разные, да? Вот вот ты наблюдал за всем этим, ты все-таки публицист в первую очередь, я считаю. Вот какое главное ожидание от Зеленского было у избирателей, на твой взгляд? Ты знаешь, это вообще очень любопытно. Я смотрел социологию, которую делал Центр Разумкова по избирателям Владимира Зеленского. И там одна же главная особенность. Если, например, избиратель Порошенко был более-менее монолитен, и там хотел, условно говоря, повестку суверенитета, четко понимал вектор, куда Украине нужно двигаться в международной политике и так далее. Точно так же, как был более-менее монолитен избиратель Юлии Владимировны Тимошенко и сосредоточен на повестке холодильника, там, тарифы и так далее. У него тоже были как бы своя ценностная такая иерархия. То избиратель Владимира Зеленского, он был абсолютно таким, знаешь, разрозненным и ситуативным. То есть 41% хочет свободного рынка, 47% хочет государственного регулирования. Ну, плюс-минус. Ну, кстати, закон о земле, которые обещали уже переделать, чтобы рынок открыть, да? Но половина была против, да? Безусловно. 55% избирателей Зеленского перед первым туром хотели движение в Европу, 35% хотели движение, дружбы с Россией и так далее. И в этом смысле я вот и тогда писал, и сейчас повторяю, что Владимир Зеленский, что бы он ни стал делать, часть избирателей его избиратели почувствуют себя обманутыми. Он же, знаешь, был как книжка-раскраска. Раскрашивайте меня любыми фломастерами, которые захотите. Поэтому он был максимально неконкретен, и каждый избиратель, и он не мешал своим избирателям себя придумывать. Поэтому я думаю, что сегодня в его активе довольно-таки очень рыхлое такое вот большинство, очень, опять же, разрозненное, которое вполне может быть, что после окончания медового месяца ожиданий начнет дробиться, кто-то обязательно, повторюсь, почувствует себя обманутым и начнет от него откалываться. Но ты сказал, уже упомянул что-то про социологию. Не кажется ли тебе, что во многом шаги президента, его администрации, его чиновников, публичных высказываний и так далее, они идут в русле каких-то ожиданий, не будем называть их популистскими, но ожиданий больших масс людей, да, вот эти порки вот это все, да, вот нет ли такого ощущения, что он именно следует социологии? Есть. И более того, на самом деле, там в профессиональной среде многие говорят о том, что те, кто там становятся невольным или вольным свидетелем разговоров, которые идут внутри новой команды, что новая команда в первую очередь хочет ориентироваться в своих шагах именно как раз на социологический запрос. То есть «Слуга народа» вот в таком чисто математическом виде. Чего хочет народ, вот мы извольте. Это такая вот история про ахлократию. Чего изволите? Слово некрасивое. Да, вы не хотите, чтобы мы поднимали зарплаты чиновникам и министрам и так далее, и так далее. Вот мы не будем поднимать. Будем, наверное, доплачивать им в черную кэшем. Вы об этом знать не будете, вся страна будет лицемерить, как будто вот все живут на зарплату и так далее, и так далее, и так далее. Как минимум 40%, я боюсь ошибиться, может 45%, но людей избирателей Зеленского, они хотели понижения тарифов. Я думаю, что и в команде Зеленского, и везде вообще понимают, что это невозможно. Как выходить, чем заместить эту потребность людей? Хороший вопрос. Я так понимаю, что, вот честно говоря, не знаю. Тут же история про то, что на самом деле любое решение, любое блюдо, все зависит от маркетинга, от того, как ты избирателю продашь. Вот. И классическая история. Реальность — это не то, чем мы обладаем, а то, что мы об этом думаем.
о том, чем мы обладаем, да, то есть у кого-то бриллианты мелкие, а кому-то там, условно говоря, там есть не на что. Так я просто к тому, что просто вопрос тарифов, он же не завязан именно на президентские хотелки. Украина, к счастью, не является экономическим сувереном. Она не может принимать всей полноты решений, связанных с экономикой, без оглядки на международных доноров. Ну, то есть может, но доноры скажут: окей, ну тогда сами. Ну да, и МВФ, например, свернет свою программу, это будет знаком для всех инвесторов, и все очень скоро обнаружат это на курсе национальной валюты и так далее, и так далее. Поэтому, если какие-то вещи президент может, не оглядываясь ни на кого, там, принимать, там, отменять там военный парад и так далее, требовать посадки чиновников, то в отношении экономики у него руки, к счастью, связаны с здравым смыслом. Он обречен оглядываться, соизмерять свои желания с теми с тем... С набором инструментов. Да, с райдером, который есть у международных доноров. У нас звонок телефонный в студию. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос нашему гостю Павлу Казарину. Салям алейкум. Я с Крыма. Я бы хотел вот что спросить. Вот сейчас пришли новые дипломаты, как бы сказать, в партии «Слуга народа». Там большая часть, в принципе, шоу-бизнеса пришли, да? Ну, шоу-бизнес, да, вы понимаете, о чем это речь. Бизнес-шоу. И я думаю, что у какой-то страны, для какой-то страны, понимаете, о чем я говорю, найдутся 250 или 500 миллионов долларов, в принципе, заработать этим людям. Это бизнес, ничего личного, как бы сказать. Что вы думаете об этом? Ну, условно говоря, все задаются этим вопросом. То есть, можно ли коррумпировать новую команду таким образом, чтобы она приняла какие-то решения, которые... из-за которых Украина как-то проиграет стратегически. Да? Там, можно ли у новой команды купить поставки воды в Крым, условно говоря? Хороший пример, да. Я тут думаю о двух вещах. Во-первых, с одной стороны, любой человек, который побеждает столь сокрушительным образом, как это сделал Зеленский, у него, я думаю, он обречен на определенное самоощущение мессии, да, то есть, условно говоря, то есть, я самый главный человек в стране, у которого все рычаги полномочий. Я все могу. Да, а иногда вы же понимаете, что не все меряется только деньгами, иногда пространство персональных амбиций, иногда власть побеждает бабло, желание власти и опьянение властью может победить бабло. В этом смысле этот инстинкт может сработать, в нашу пользу. Ну, а во-вторых, я думаю, что нужно учитывать две вещи. Украина, к счастью, это страна очень неравнодушных людей. И, например, обыватели, которые хотят, чтобы Украина стала Малороссией, их немало. Мы увидели, что их до 18% от общего числа избирателей, от тех, кто приходит на избирательные участки. Но эти люди никогда не выходят на улицы. Их даже на антимайдан приходилось свозить на автобусах. А люди, которые уходили волонтерами на фронт для защиты страны, которые уходили в волонтерские организации, которые там 3 месяца мерзли на Майдане, но все-таки снесли Януковича, их немного, может быть, там тех же 15-18%, такое же активное меньшинство. Но они именно способны быть проактивными, они способны выходить на улицы и показывать власти, чем чревата торговля суверенитетом. И в этом смысле Украина, к счастью, не Беларусь. Любой украинский политик, любой украинский президент, он обречен понимать, что если он начнет предпринимать шаги, которые активным проукраинским меньшинством воспринимаются как зрада или слив национальных интересов, то это чревато уличными потрясениями. И я думаю, что в команде Зеленского есть люди, способные ему это объяснить. Смотри, ты упомянул сам Крым в контексте воды. И звонок был из Крыма. Я очень, кстати, рад, что люди из Крыма звонят. Значит, у нас вообще со всей Украины звонят, но из Крыма в том числе всегда звонят. Это самые важные люди из оккупации. Ну вот конкретный вопрос. Потому что было даже из уст некоторых чиновников, условных членов команды, заявление о том, что может там подать воду в Крым, типа гуманитарный вопрос решить, такое, да? Вот при том, что никто из них не сможет ответить даже на один уточняющий вопрос, а как вы отделите воду, которая пойдет воинским частям и военным предприятиям, да, в Крым, от воды, которая пойдет бабушке там на огород, да?
вот все-таки действительно рубиконный вопрос. Вот сможет ли дробь, захочет ли новая власть, допустим, снять частично блокаду с Крыма хотя бы в виде воды? А ты понимаешь, в чем особенность? Я думаю, что у новой власти и у команды нового президента, и у него самого нету пока еще сформированной позиции по огромному количеству вопросов. И Крым в том числе. И по Крыму, и по воде, и по другим нюансам. Почему? Я когда читаю их интервью, у меня есть ощущение, что я снова в 2016 году. Почему 16? Ну, потому что в 2015-2016, после Минских соглашений и так далее, страна очень активно договаривалась с самой собой о самой себе. То есть вот вода в Крым – это харам, условно говоря. Да, о красных линиях. Или почему, условно говоря, нельзя там торговать суверенитетом, или там, почему нельзя там, покупать российский газ, потому что проблема не в качестве этого газа, а потому что переговоры с «Газпромом» всегда токсичны, и они требуют политических уступок и так далее. А представь себе человека, который в летаргическом сне был все эти 5 лет, и он только в 19-м просыпается. И у него интервью берут. Да, у него интервью берут, да. Крыма, а он такой, знаешь, в 14-м или там, в 13-м что-то упал туда, и он такой, как, что, где? И начинает говорить первое, что в голову взбредет. Или их уровень дискуссии остался где-то вот на уровне 15-16 года. То есть для большинства людей, которые активно интересуются политикой, ответы на какие-то вопросы являются уже очевидными, а они проговаривают, ну то есть как будто все уже учатся в 7 классе, а они продолжают пересказывать учебник за 3. Знаешь, Паш, фильм «Афоня», когда герой Владимира Басова заснул на собрании, которое обсуждало, что делать с Афоней, который залез в отпуске в фонтан, и когда его толкнули плечом, разбудили, говорит, что делать с этим, как его, ну, с Афоней, говорит, он нагородить, что ли? Вот, понимаешь, и как бы единственный выход для всех нас, это добиваться того, чтобы вот новая команда в массе своей экстерном прошла вот эти вот пропущенные классы, для того, чтобы она уяснила, как сегодня в Украине выглядит внутриполитический консенсус и пространство политически допустимого. Чего нельзя говорить, чтобы, условно говоря, не нарваться на акцию протеста. Чего нельзя говорить, чтобы тебя не упрекнули в том, что ты работаешь на Кремль или на Москву. Это не очень сложно. И я думаю, что в команде там, того же Зеленского есть люди, которые понимают, как выглядит там, внутриполитический украинский консенсус по воде в Крым, да, или как выглядит там внутриукраинский политический консенсус по выплате пенсиям на оккупированных территориях, а не вдоль линии разграничения и так далее. Я надеюсь, что они ему смогут объяснить как бы эту логику. А то, что у него порой нету вот готового ответа на эти вопросы, просто потому что он, начиная там с 2014 года, да, вообще он никогда там до 2018 года активно в политике не интересовался и тогда, и был вне этой дискуссии, вот я охотно допускаю, что сегодня у него нету вопроса. И тут главный вопрос, кто первым добежит до его ушей и сформирует ему картину мира. Ну, вообще, конечно, наверное, в истории такого не было, чтобы ты стал тем, кого ты высмеивал все эти годы. Быть может. На многих политических аналитиков, журналистов я говорю, что политология вообще потерпела страшный удар. На мой взгляд, практически нокаут, но иногда вот точно очень серьезный. От результатов как президентских, так и парламентских выборов. Вот для тебя лично было шоком, что люди проголосовали безотносительно хороший Зеленский или плохой, хорошие его депутаты или плохие, за неизвестную им политическую силу вообще? Ну, я должен покаяться, огромное количество моих прогнозов не сбылось. Многое из того, что я писал в 2018 году, я помню, знаешь, это же еще осень 2018 года, и мы все спорим, Порошенко или Тимошенко. Да. Кто выйдет там во второй тур, с кем он выйдет, с Тимошенко или с Гриценко он выйдет во второй тур. А когда там говорят Зеленского, все говорят, там отмахиваются, либо он не пойдет, ну, либо пойдет, ну там, да, либо его там... Вот. И это, конечно, сейчас ты просто понимаешь, насколько, во-первых, ты недооценил ситуацию, а многие вещи переоценил, и это правда. Я не собираюсь себя задним числом оправдывать, но во многих прогнозах своих ошибся. И для меня действительно это было большим удивлением, что большой неожиданностью, что Зеленский набрал так много. И самое главное, что он набрал так много именно на парламентских. Вот смотри, парламентские, да? Я это сравниваю с цунами, не знаю, согласишься или нет. Цунами, он смывает все. И хорошее, и плохое, там, и мусор, и отель, да, нормальный, и цветник. Если мы берем юг и восток Украины, где благодаря этим депутатам, может быть, многие из которых были неизвестны широкой публике, смело этих регионалов, этих киваловых, ну вот все вот это, да, пророссийское, это мое оценочное суждение о Требе, вот, то в Киеве, например,
тот же самый процесс того же самого цунами, голосуем за «З», да, снес нескольких депутатов, ну, которых ты знаешь, например, там, я не знаю, Березу, там... Хороших людей, которые были полезны. Деятельно полезны, безусловно. Да. Да, это вот ты абсолютно прав. Это история про такую волну, которая не разбирает, что перед тобой, условно говоря, мусорка или какой-нибудь, или музей художественный. Она сносит и то, и другое. И, конечно, это очень иногда... Это иногда очень печально, когда там тот же Борислав Береза, о существовании которого Украина узнала в масштабном виде в 2014 году, внезапно спустя 5 лет оказывается старым лицом. Понимаешь же? Он же пришел в парламент с Майдана. Причем, я не знаю, вот просто Березу, не потому что там я какой-то прям, он мой товарищ, но не какой-то там фанат каких-то политиков, да, но он был везде, он был в своем районе, там, на Троещине, он реально там, он в ПАСЕ был, он, пожалуй, вообще очень самый полезный депутат был, самое главное. Изменить ему нечего, вот по сути дела, но голосовали вообще не за людей. Да, голосовали бы за президента. То есть, условно говоря, земля наша великая и обильная, порядка в ней нет, придите же и владейте же нами. То есть, вот такой вот, только не варяга, а призвание одного из нас. Я думаю, что еще, знаешь, можно много как бы секретов Зеленского выискивать. Да, это и его телевизионный аватар. Это президент Голобородько. И его просто, ну, как бы медийная узнаваемость благодаря вот «Кварталу» и «Лиге смеха» и так далее, и так далее. Есть еще одна очень важная история. О ней тоже один мой коллега писал в Фейсбуке. Есть такая теория транзактного анализа, это игры, в которые играют люди, это разные модели общения. То есть существует 3 основных модели общения. По линии взрослый, ребенок и ребенок. Ну, большинство украинских политиков, они общаются с украинским избирателем по линии взрослый к ребенку. То есть мы вас обережем, мы вас спасем, мы вас там накормим, там так далее. Тимошенко, мать-берегиня, так далее. Я о вас позабочусь, дорогие мои, и так далее, и так далее. Порошенко тоже такой же. Некоторые либеральные политики, там, как Гусовский, они пытаются общаться по линии взрослый. То есть давайте мы с вами договоримся. Да, вы мне даете полномочия, я обещаю вам сделать то-то. Ну и Береза то же самое. И Береза. Да. А Зеленский общался по линии ребенок. Типа, вот там есть какие-то гадские взрослые, давай сейчас мы им дадим пендаля, вот, и убежим. Или наоборот, они убегут, а мы в этой квартире потом вечерину устроим. То есть у него другая модель вот была взаимодействия со своим избирателем. Да. Вот по Эрику Берну это вот как раз по линии ребенок. Дружим против взрослых. Наверное, это действительно эмоционально способно захватить, но я всегда думаю о том, что мы живем в то время и в той стране, в которой цена ошибки бывает очень большой. И многие ошибки переиграть невозможно. Некоторые войны проигрываются навсегда. Южный Вьетнам, который имел когда-то свой флаг, свое дипломатическое представительство и так далее, он исчез навсегда с карты мира. И победил Северный Вьетнам. И сегодня уже Вьетнам это не тот, условно говоря, там, кровавый режим, который существовал там в 60-е годы. Да, это как бы страна второго мира, промышленный. Мягкий социализм такой, скажем. Мягкий социализм. Да. Куча западных корпораций там работают, там огромное количество сборочных производств и так далее. Люди ездят в Вьетнам на отдых, да, и так далее, и так далее. Но все это не отменяет того, что 50 лет назад Южный Вьетнам проиграл навсегда. И его просто больше не существует. И те люди, которые мечтали о совершенно другом будущем для Вьетнама, которые видели его совершенно иным государством, с иной парадигмой существования, и которым казалось, ну вот на нашей стороне воюет цивилизованный мир, за нас там Соединенные Штаты и так далее, а за них там империя зла, Советский Союз, Китай и так далее. Вот нам-то сейчас... Нет, они проиграли. И это хороший урок для Украины. Многие войны проигрываются навсегда. Некоторые поражения нельзя переиграть. У нас нет кнопки F5. Мы не можем сохраниться для того, чтобы потом загрузиться в случае поражения в каком-то понравившемся нам выгодном эпизоде и переиграть проигрышный участок. Ну, а в каком месте в этой игре находится сейчас Украина? В этой стратегии? Ой, вообще не знаю. У нас, понимаешь, в чем штука? Мы же, вот у Владимира Зеленского сейчас... Он как мальчик из сказки, у которого цветик-семицветик в руках оказался. И мы такие сейчас смотрим, а он, понимаешь, он сейчас дернет, он может попросить себе новую машинку,
а может попросить рынок земли. Он может попросить себе, я не знаю, там, 10 футбольных мячей, а может попросить, я не знаю, там... 10 отрубленных голов. Там, условно говоря, отменить управление АК в СБУ, там, понимаешь? Он может сорвать лепесток и загадать экономические реформы, а может сорвать лепесток и загадать, например, сокращение трат на армию. У него в руках просто вот молоток, которым можно забивать гвозди или бить по пальцам. Уже этот молоток у него никто не отберет, просто потому что он у него в руках уже есть. И мы поэтому нам остается только надеяться на то, что этот семицветик не будет просто вот либо спущен на какие-то никчемные дела, о которых никто не вспомнит, и эффекта которого долгосрочный они не дадут, либо он не будет просто-напросто истрачен на какие-то вредные дела. То есть надежда на то, что мальчик, который с цветочком, кажется хорошим. Или что ему рядом окажутся умные люди, которые ему дадут правильный совет. Вот до этого ты сказал, что голосовали за чудо, олицетворенное Зеленским. Да? Мы с тобой еще ряд всех наших знакомых до одного писали все эти годы, что Украина не Россия. И что Украине не присуще, вот то, что России присуще, вера в доброго царя. Вот этот плохой, да вот тот будет добрый. Да? Зеленский не царь. Нет. А вот кто Зеленский? Ведь голосовали, вот ты же сам сказал, да, голосовали в надежде на то, что он все решит и будет отцом для всех. Смотри, вот в политтехнологиях существует 5 мужских классических образов и 1 женский. Один женский, кстати, он то, что объединяет там Терезу Мэй, Мадлен Олбрайт, Маргарет Тэтчер, Юлию Тимошенко и так далее. Это образ «сталь под шелком». А 5 мужских образов это следующее. Самый сильный, самый умный, самый честный, борец и чудотворец. Некоторые, кстати, образы между собой могут сочетаться. Один политик может быть одновременно и самым умным, и самым честным. Но, например, самый умный не может быть самым сильным. В этом, кстати, была проблема Анатолия Гриценко. Он никак не мог понять, кто идет на выборы. Экс-директор Центра Разумковой или экс-министр обороны. И пытался работать одновременно в 2 жанрах. А это приводит к такому, знаешь, образному распадению. Кстати, такая же была проблема у Арсения Яценюка. Избиратель его воспринимал как самого умного, чикагский мальчик в очках и так далее. А он все время хотел быть самым сильным и красил свои билборды фронта перемен в камуфляжные цвета. Мне кажется, у Кручука тоже есть эта проблема. Нет, он скорее, ты знаешь, работает в категории самый умный, самый честный. Но как бы вот просто самый умный, самый честный, это недостаточно, чтобы быть украинской. В украинской, да. Так вот, когда мы говорим «Украина не Россия», в России всегда и традиционно голосуют за самого сильного. И поэтому там Лебедь чуть не победил в свое время, и пришлось ему давать пост главы Совета национальной безопасности и обороны для того, чтобы во 2-м туре его голоса ушли Ельцину, да, например, а не Зюганову. Самый сильный. И за Владимира Путина голосуют, потому что он самый сильный. То есть плохой, хороший — это второй вопрос. Главное, что он альфа. Да. А Владимир Зеленский и практически все украинские политики, которые побеждали на президентских выборах, они побеждают, потому что они принадлежат не к 1-му типу самый сильный, а к 5-му — торговец чудесами. То есть, например, в 2014 году, когда избирали Петра Порошенко, он тоже попадал в категорию торговец чудесами. Одни его воспринимали как дипломата, человека с мидовским прошлым, человека, знающего российскую конъюнктуру изнутри, который действительно сможет закончить войну за 2 недели, потому что вот сейчас Тигнебок уйдет непонятный, придет понятный Порошенко и со всеми договорится. С Западом, с Востоком война закончится. Кто-то его воспринимал, потому что возлагал на него надежды, что он быстро пройдет антикоррупционные реформы и так далее. Но у него не было такой поддержки. Да, здрасте. И у него поддержка была больше. Он победил в 1-м туре. В 1-м туре. 73% во 2-м туре. Вообще, да. Это меньше, чем 54% на парламентском он был 22%. Это да. С этим я абсолютно согласен. Но 54% в 1-м туре, возможно, они даже потяжелее, чем 73% во 2-м. Потому что в 1-м туре ты конкурируешь не с одним конкурентом, а с 20. Так вот, точно так же в 2004 году был Виктор Ющенко. Он же не был самым сильным. Он был именно торговцем чудесами. С ним был связан запрос на рубильник счастья. Что этот человек знает, где в стране рубильник счастья. Подойдет, откроет потаенную стенку и дернет, наконец, за него. И у нас начнется жизнь... Он открыл, а там рушники висят. Да нету, самое главное, что этого рубильника счастья. Потому что, условно говоря... Слушай, я тебе честно скажу. Я человек,
который всю свою жизнь борется с лишним весом, ну, в силу комплекса и персональной конституции. Так вот, борьба с лишним весом и приведение себя в норму – это ежедневный, изнурительный процесс, основанный на самодисциплине, на самоограничении. Когда ты в спортзал ходишь иногда не на мотивации, а на дисциплине, да, и так далее, и так далее. Ты ограничиваешься в еде, в алкоголе, в сладостях, следишь за режимом. И при этом всем это всегда чревато рецидивами, когда ты срываешься и начинаешь, простите, лопать. Так вот, почему мы думаем, что проведение реформ в стране должно быть легче, чем процесс индивидуальной борьбы с лишним весом? Почему мы думаем, что если похудеть по щелчку пальцев или выпив какую-нибудь таблетку, чудо-таблетку нельзя, и мы уже знаем, что нельзя, что это все равно через спортзал, через диеты и так далее, то почему мы думаем, что одномоментное обогащение страны — это история про щелчок пальцами? Любой человек, который верит в чудеса в политике, никогда не поверит в чудеса вот в обычной жизни. Там, в питании, там, в зарплата же не вырастет в 100 раз, да, там, и ты не станешь директором из дворника, да, ну, как бы чудес. Но вот в политике верит. Поэтому, отвечая на вопрос, чем Украина не Россия, тем, что здесь надеются на чудо, а там голосуют за силу. Но хотел спросить про Порошенко. Сам его упомянул. Вот сейчас уже глядя, ну, уже закончено все. В чем, почему Порошенко так сильно проиграл и на президентских, и еще сильнее на парламентских выборах? С одной стороны, безусловно, Петр Алексеевич, каждый сам кузнец своего счастья, и Петр Алексеевич действительно допустил много ошибок. Кадровые ошибки. Причем кадровые ошибки, которые он не исправлял до последнего. Там, как губернатор Николаевской области Савченко, который был настолько одиозным персонажем, что все просто не понимали, как можно такого человека назначать на руководство областной госадминистрации. У него были, безусловно, кадровые ошибки. Он не доверял самостоятельным личностям и предпочитал выбирать простых исполнителей. То есть его министры — это были продолжения рук Порошенко. Удлинители рук, условно говоря. Наверное, не все, но многие. Вот. При этом он был контрол-фриком, он стремился все контролировать и поэтому развалил, условно говоря, торпедировал Народный фронт и руками Саакашвили убрал там Арсения Яценюка с поста премьер-министра, надеясь поставить туда своего собственного абсолютно подконтрольного человека, поставил Гройсмана, Гройсман его предал. Много у него было ошибок, и действительно многих вещей, которые были в его которые он мог сделать, он не сделал. Но одновременно, и это очень важно, я хочу сказать, что после Майдана, понимаешь, вот вся история Майдана, она вложилась в 3 месяца. В 21 ноября, когда еще студентов не было на улице, а был Янукович на Банковой, Янукович был абсолютно железобетонным. И я помню, я писал тогда об украинской политике, все как бы гадали, вот как закончатся выборы 2015 года, вот с кем он выйдет во второй тур и кого он будет именно побеждать, а потом перенесет ли партия региона выборы президента в парламент, потому что тогда действительно это обсуждалось, чтобы потом его каким-то образом продлить. Так вот, а уже через 3 месяца Януковича не существовало. Он из железобетонного, как осиновый лист, перенесся в Ростов, сбежал. И у многих возникло ощущение, что как за 3 месяца удалось Януковича победить, так же за 3 месяца удастся войну выиграть, коррупцию победить, реформы провести, социальный договор переписать. Был очень высокий уровень общественных ожиданий. Но это, представь себе, как боксер, который выходит на ринг против соперника в надежде, что в первом раунде он сейчас его в нокаут отправит. Ты хочешь сказать, что Порошенко, он в принципе не мог соответствовать этим ожиданиям? Да никто бы не мог соответствовать этим ожиданиям, слишком высоки были ожидания. И это правда. То есть, представь, вот опухоль в 4-й стадии, в терминальной, ее нельзя вырезать из организма, потому что она настолько разрослась, что опухоль выполняет часть функций жизнеобеспечения организма. Через нее проходят капилляры, важные сосуды и так далее, и так далее. Она одновременно и убивает организм, и, по мере того, как убивает, продолжает поддерживать его на плаву. Для того, чтобы опухоль иметь возможность вырезать, ее проводят через химиотерапию. Она уменьшается в размерах, а потом уже ее можно удалить. Да. Так вот, коррупция в нашей стране — это история про опухоль 4-й терминальной стадии. Она разрослась настолько много, что вырезать ее полностью организм умрет, он не выдержит. То есть нужно создавать обходные пути в обход коррупции. Представь, у тебя волшебная палочка сейчас, да? И ты можешь ей взмахнуть и сказать: хочу, чтобы никто в стране не брал взяток. И у тебя получается в этот момент огромное количество административного корпуса,
которые живут, ну, там, чиновники на 4-8 тысяч гривен, честно. И они просто в этот момент, на следующий день, мы же не берем взятки, кладут, например, заявление по собственному, уходят, и у тебя полностью парализован государственный аппарат. То есть ты, например, сперва должен поднять им, ну, до какого-то приемлемого уровня, адекватного, нормальных, да, заменить кого-то там. А потом ты уже можешь как бы вот бороться с коррупцией. Пришел вопрос там на Вайбер к тебе. Действительно, у Зеленского вот борьба с коррупцией один из запросов. Он второй, кажется, после тарифов там, или кажется, третий, да, второй, да, ну, где-то так, да. И вот зрители спрашивают, ваше мнение, Павел, есть ли опасность жизни Зеленскому? Многие ожидают от него кардинальных шагов, и это чревато риском, не связанным с войной, а с борьбой за сферы влияния. Ну, у нас президентов не убивали пока еще. Ну, как бы, это понятно, что любой человек, который начнет резко переделывать правила игры в стране, у него появится огромное количество врагов. Это, знаешь, как, например, история про разные министерства. Вот в разных сферах коррупция разная. То есть я помню, мне один товарищ рассказал, почему так сложно было найти кандидата на должность министра здравоохранения. Помнишь, как долго искали, и потом нашли только Ульяну Супрун, и то в качестве ИО. Он говорит, почему? Потому что в разных министерствах коррупция по-разному. Иногда она размазана тонким слоем по бутерброду, когда есть, например, 5000 человек, у каждого гешефт по $2000 в месяц. А есть сферы, в которых она концентрированная, и там есть 10 человек, каждый из которых получает там $10 миллионов в месяц на коррупционной схеме. Вот бороться с коррупцией в ведомстве, где концентрированная коррупция, сложнее и опаснее, потому что у тебя 10 конкретных врагов, которым объединиться куда проще, чем тем 5000, и у которых маржа, которую они могут лишиться коррупционная, настолько велика, что они могут тебя заказать. Ну вот с Ульяной Супруновой вполне возможно происходит, ну не история про заказать, да? Да. Но вот мне кажется, ты же Минздрав имел в виду, да? Да, Минздрав. Вот сейчас, мне кажется, там что-то похожее, нет? Ну, против нее изначально долго и яростно боролись, и руками там радикальной партии, там депутатов, которые там... Казалось бы, разных абсолютно людей, да. Поэтому, конечно, любой политик в Украине, если он начнет наступать на чьи-то амбиции, амбиции каких-то финансово-промышленных групп, он ни от чего не застрахован. Ни от волн компромата, ни от информационных каких-то очернений и так далее, и так далее, и так далее. Но одновременно говорить о том, что такой сценарий является более чем вероятным, но я бы постерегся, хотя наша страна приучает, что никогда не говори никогда. Мы перейдем к теме политзаключенных и моряков. Она всем нам болит, тем более мы люди, связанные с Крымом. Вчера в Киеве прошел брифинг на тему доклада о количестве правонарушений в оккупированном Крыму за первое полугодие 2019 года. Член Меджлиса крымстарского народа Искендер Бариев озвучил данные мониторинга по Крыму. Давайте послушаем. В оккупированном Крыму было за первое полугодие совершено 73 обыска, 55 из которых в домах крымских татар, 69 задержаний, 57 из которых в отношении крымских татар. 97 случаев опросов и бесед, 59 из которых в отношении крымских татар. 200 случаев арестов, 138 из которых в отношении представителей коренного народа. 381 случай нарушения права на справедливый суд, 261 из которых в отношении крымских татар. 68 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 29 из которых в отношении представителей коренного крымско-татарского народа. Ну и 36 случаев незаконных этапирований политзаключенных, 31 из которых в отношении крымских татар. Напомню, это за первое полугодие, это очень много, даже математически много. Даже если через это не проживать, это просто видно, насколько тотальные там преследования и унижения людей. Теперь к теме моряков, это тоже политзаключенные, просто немножко другого типа, они военнопленные. Россия освободит украинских моряков в ближайшем будущем. По словам адвоката Николая Ползова, дальнейшее содержание моряков вредит интересам российской власти. Давайте послушаем Николая. Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября. Я допускаю, что вполне возможно, что политическое решение об их освобождении, тем более, что Украина отправила все необходимые документы, состоится до этого срока. Произойдет это в ближайшую неделю, в течение августа или сентября, я не могу ответить.
И, наконец, остается добавить, что тяжело больной крымский татарин Эдем Бекиров, который удерживает в СИЗО города Симферополя по сфабрикованным обвинениям, 31 июля написал заявление о намерении объявить голодовку, то есть вчера, и отказаться от приема лекарств, если его этапируют в Красноперекопск, это такой город в другой части Крыма. По словам адвоката политзаключенного Алексея Ладина, при отказе от еды и лекарств Бекиров проживет не более 2 дней. Я лично знаю Эдема Бекирова и могу сказать, что состояние очень тяжелое, он действительно очень тяжелый инвалид. И все это, как бы, вот это все наши беды, да? Вот как ты думаешь, кого из этих людей могут освободить или обменять? Не знаю. Вот не знаю. Я могу себе представить, что, например, там Сущенко обменяют на Вышинского, да? Потому что дела похожи, обвинения похожи и так далее, и так далее. Как бы профессиональной деятельности похожи формально. Да. А, например, что я, к сожалению, у меня есть грустное такое подозрение, что Олега Сенцова Россия не будет отдавать ни при каких обстоятельствах, потому что... А кто может быть равен Сенцову, например? Кто может быть равен Сенцову? Ну, какой-нибудь Медведчук? Не знаю. Не знаю. Кто-то такой, кого в России, не ноунейм, которого в России, в том числе в Кремле, воспринимают как своего и как доверенного. Не знаю. И даже, наверное, лично Путин воспринимает как своего. Да, вероятно. Я, честно говоря, поэтому не знаю. Вот Николай Полозов говорит о том, что моряков освободят. У меня нет такой уверенности. К сожалению, потому что Россия последние 5 лет доказывает, что она не работает по правилам, она работает вопреки правилам, проверяя мир на границе допустимого. Но ты помнишь, достаточно было это единственный раз, когда мы видели по-настоящему раздраженного президента Зеленского, это когда эта история была с ответной нотой МИДа. Но, видимо, там что-то внутренне неправильно было. Хотя я не видел ноту, читал 40 раз, там ничего нет такого, да, формально, то есть никто не заметит этого. Но вроде как могли сорваться договоренности об обмене. Но уже другое отправлено там письмо, по-моему, в Россию, реакции на него нет. И... Там же очень просто. Россия должна освободить моряков без условий, согласно решению Международного трибунала. Она пыталась, и была договоренность, что мы вас возвращаем, вы освобождаете моряков, выполняете решение. А Россия попыталась в освобождение моряков добавить политический момент. То есть мы вам отдадим моряков, но вы обязаны их начать судить по Да-да-да, но Полозов считает, что вот все-таки он профессионал, в принципе, он знает и тамошний настрой, их ментальности, судебную систему, так называемую, что все-таки для Путина дороговато и не нужно содержать этих именно военнопленных людей из-за морского права. Возможно. Да. Я в этом смысле, знаете, последние лет 5 с момента вторжения в Крым я живу по принципу жди худшего. Потому что когда ты ждешь худшего, и оно не происходит, или наоборот происходит хорошее, то у тебя в жизни огромное количество поводов для радости. А когда ты ждешь чего-то хорошего, оно не происходит или происходят противоположные вещи, то у тебя наоборот огромное количество таких пессимистичных ожиданий и ощущений. И в этом смысле я скорее принадлежу к тем, кто всегда готовит себя к худшему сценарию. Потому что тогда ты знаешь, как онкобольной после химиотерапии. Каждое утро встречаешь с надеждой, а каждый лучик света просто как какой-то подарок небес. Вот еще меня интересует твое мнение, зачем они мучают Эдема Бекирова? Это человек без ноги, человек с тяжелым сахарным диабетом, человек с шунтами в сердце, человек, который, в принципе, вот по большому счету умереть может в любой момент, и просто знай, как за ним долго ухаживали. Зачем коты лижут свои гениталии? Потому что могут. Потому что у них нет причин поступать иначе в рамках их системы мироощущений, системы мироописания. Огромное количество вообще тех материалов, которые сегодня в отношении крымских татар реализуются в Крыму, это как бы они были накоплены еще при Украине крымскими силовиками, еще тогда крымскими СБУшниками, которым просто не давали реализовать и пускать это в дело, потому что существовал Киев, да. Они предали и там уже теперь работают. А теперь, наконец-то наше время пришло, у нас все материалы накоплены. Вот мы сейчас вам припомним наши 23 года
которые, ну, когда нас одергивали и окрикивали. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда? Представляйте, пожалуйста, и задавайте вопрос Павлу Казарину. Добрый день, Селям алейкум. Добрый. Вопрос такой, вот по поводу президента Порошенко. Вот если говорят больше негативного о нем, то это больше, ну, относительно идеального какого-то президента, или все-таки у вас, и вот вопрос такой, это правильно, наверное, что больше негативного говорите, но или у вас на то время из политических тяжеловесов вы могли бы фигуру какую-то определить, кто мог был бы лучше? Вот такой вопрос. Понял. И, извините, еще один можно, да? Да, конечно. И еще такой вопрос. Вот если предположить алгоритм развития демократического общества, то это сталкивание, скажем так, лбами противоположностей. И при сталкивании летят искры, обжигаются и избиратели, и избираемые. То есть они делают выводы какие-то, учатся на этих ошибках, и медленно общество развивается. То вот это вот зеленое большинство, ну, электорат зеленого большинства, скажем, они верят в золотую рыбку, я не знаю, или в сказку по щучьему велению, или это коммунистическое наследие какое-то, вот, на мой взгляд, Спасибо вам большое за вопрос. На самом деле, я вам честно хочу сказать, я голосовал за Порошенко в 2014 году. Вообще ни разу не пожалел о том, что я это сделал, потому что я считаю, что в бюллетене на тот момент, там было 19 фамилий, кажется, не было никого, кто оказался бы соразмерен риском и вызовом настолько, насколько им оказался соразмерен Петр Алексеевич Порошенко. И я вообще честно хочу сказать, что за последнее из президентского пула это один, быть может, лучший президент Украины, который был у нее с 1991 года. И если Украина выиграет, то, безусловно, рано или поздно там его мемориальные таблички, там наши внуки будут ставить в честь Порошенко мемориальные таблички или называть его именем улиц, там, я не знаю, лет через 100, не знаю, наверняка. Как сегодня там Скоропадский там запечатлен в, там, или там Петлюра в украинской топонимике. И это сегодня непопулярное мнение, но я считаю, что тот факт, что мы не проиграли активную фазу войны, и что Украина выстояла за эти 5 лет, это в значительной степени заслуга именно Петра Алексеевича Порошенко. И сегодня модно его ругать, но надо уметь отдавать ему должное. Это первый момент. По поводу того... Ну, коммунистическое ли это наследие голосования такое? Я считаю, что это инфантильное. Знаешь, некоторые нации, они способны быть инфантильными. И инфантильность вообще не признак возраста. Инфантильность признак образования, ума, надежд, жизненного опыта и так далее, и так далее. Просто у некоторых людей, там, знаешь, там... продолжают оставаться там, вот такая детская вера в чудо. И я думаю, что эта история все-таки не столько про коммунистическое прошлое, сколько про инфантильное. К сожалению, в этот инфантилизм сегодня порой впадают люди в самых развитых демократиях с большими демократической историей. В Великобритании люди, которые голосуют за Брексит, пойдя за популистами. В США люди, которые голосуют за Дональда Трампа и продолжают поддерживать все его решения абсолютно некритично. В Австрии избиратели, которые голосуют за правых. Избиратели Финляндии, которые голосуют за партию True Finns, ультранационалистическую там, а где-то наоборот это избиратели, которые там продолжают поддерживать там популистов, как в Венесуэле. Мадуро, несмотря на то, что уничтожил будущее своей страны, у него продолжают оставаться ядро искренних сторонников, которые считают, что это все вот американка гадит, а если бы Мадуро дали все полномочия, то все было бы хорошо. Поэтому, к сожалению, инфантилизм в этом смысле он проявляется в самых разных странах мира по всему шару. И, наконец, последний вопрос. У нас там где-то 1,5 минуты, даже меньше остается. Сегодня девушка-ведущая, которую мы сменили в студии, Гульсум Халилова, ведущая телеканала ТР, журналистка, получила известие перед эфиром, что ее в Крыму заочно арестовали на 2 месяца за участие в террористической организации.
и предъявляют ей статью на 15 лет лишения свободы этой абсолютно гуманитарной девушки, ведущей журналисту. Мне сложно это было оценить, я даже не знаю, как это комментировать, может быть. Ты сможешь. Надо обязательно с ней сделать селфи. В конце концов, если это хорошая такая традиция, Россия чаще всего объявляет очень достойных украинских граждан врагами Российской Федерации. Это порой, знаешь, как знак качества такое. То есть вот я понимаю, что это отрезает возможности для того, чтобы посещать Крым. Но она и раньше не могла. Она и раньше не посещала, но краснеть перед друзьями и знакомыми за это уголовное дело точно не придется. Ты слышишь, Гульсум Халилова, что сказал тебе Павел Казарин? Спасибо, Паш, что пришел. У нас в гостях был Павел Казарин, журналист и публицист. Смотрите АТР, подписывайтесь на наш YouTube, ну и вообще на все, где стоит лейбл АТР. Там интересно. Всего доброго.